Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Уважаемые друзья, сегодня кыргызский дипломат отмечает свой 75-летний юбилей. История кыргызской дипломатии уходит корнями в глубину веков. Об этом в ходе своей поздравительной речи на форуме «75 лет Министерства иностранных дел. Итоги и перспективы сотрудничества Кыргызской Республики с Организацией Объединенных Наций» сообщил президент Кыргызстана Сооронбай Джейнбеков. Глава государства отметил, что исторические источники свидетельствуют, что дипломатические отношения с другими странами берут свое начало с 643 года. Известно, что Манас Великодушный всегда старался наладить дружеские взаимоотношения со всеми соседними народами, отметил президент. Уникальный эпос «Манас», являющийся своего рода энциклопедией жизнедеятельности кочевого кыргызского народа, содержит понятия, которые используются и в наше время. В том числе, к примеру, слова «посол», «посланники», «переводчики» и не только. Издревле посланники обладали особым статусом, к ним относились деликатно, с уважением, не допуская применения к ним каких-либо мер наказания. Манас Великодушный во время мира и во благо своего народа и государства всячески укреплял не только дружеские, но и родственные взаимоотношения с соседями. Миссия послов играла особо важную роль для кыргызов, которые веками лелеяли в глубине своей души идею государственности, чтили свободу и независимость. Сооронбай Джейнбеков сообщил, что, продолжая глубокую традицию, в XVIII веке дальновидные предводители кыргызов начали предпринимать усилия по налаживанию дипломатических отношений с царской Россией. Первый шаг в этом направлении был сделан, когда Атаке Бей в 1785 году отправил послов в город Санкт-Петербург. Такие попытки продолжались непрерывно, и в 1855 году начался процесс добровольного присоединения кыргызов к России. В 1913 году известный мыслитель и дипломат, государственный деятель кыргызского народа Кыдыраке Байсары Уулу был приглашен в качестве гостя на празднование 300-летия династии Романовых. За годы советской власти выросла целая плеяда выдающихся дипломатов кыргызского народа, которые продолжили свой славный путь старшего поколения, добавил Сооронбай Джейнбеков. На форуме по случаю 75-летия Министерства иностранных дел Кыргызской Республики ряд сотрудников дипломатической службы получили награды. Праздником вас! Спасибо. Ваши пожелания и про турецко-кыргызские дипломатские отношения, пожалуйста. Спасибо большое за поздравления. Что касается турецко-кыргызских отношений, я стоял у истоков установления дипотношений. Хочу с удовольствием отметить тот факт, что одно из первых посольств, которое было открыто в Кыргызстане, это Турецкой Республики. И первый посол Митингакер оставил очень хорошее впечатление и сделал очень много для того, чтобы наши братские отношения были установлены, и, слава богу, они хорошо развиваются. Ваши советы молодым дипломатам, что посоветовали? Я бы посоветовал нашим дипломатам, чтобы они продолжали традиции своих предшественников и прилагали максимум усилий для того, чтобы развивать наши турецко-кыргызские братские отношения. И работать над собой, естественно, шагать в ногу со временем. С большим удовольствием поздравляю всех дипломатов Кыргызстана с нашим юбилеем. Юбилей очень значительный, замечательный, особенно достижение этого года, когда была принята новая концепция внешней политики, когда наша внешняя политика стала прагматичной, многовекторной, и особое внимание президент обращается на наш дипломатический корпус за рубежом, на их активную деятельность. И вот в течение многого времени впервые президент собрал послов для того, чтобы их обозначить им новые задачи. Так что мы активно сейчас работаем, и этот год был особенно активен для внешней политики, как отметил президент в своем выступлении. Так что всем дипломатам быть на страже Родины, защищать интересы страны.
В 75-ю годовщину депортации турок АХСК Ассоциация турок АХСК Кыргызстана провела в Бишкеке мероприятие памяти жертв насильственного переселения. В программе приняли участие посол Турции в Кыргызстане Чингиз Камиль Фырат, представитель Северного Кипра Атынч Кескин, ректор Кыргызско-турецкого университета Манас доктор профессор Сибахатин Балджи, проректор доктор профессор Асылбек Мурзаев, координатор ТИКа в Бишкеке Али Муслу, представители Ассамблеи народа Кыргызстана, представители гражданского общества и органов местного самоуправления, очевидцы депортации, многочисленные гости. В своей речи на мероприятии посол Фырат отметил, что проживающим в Кыргызстане туркам АХСК удалось сохранить единство и солидарность и сформировать сплоченное сообщество. Дипломат добавил, что турки АХСК в Кыргызстане не забыли свой язык, культуру и обычаи. Посол выразил благодарность государству и народу Кыргызстана за помощь и поддержку, оказанную туркам АХСК. Чингиз Камиль Фырат подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать турок АХСК, проживающих в различных странах. Наши братья-кыргызы, они открыли им двери, они открыли свои дома, они поделились своим хлебом, они дали им кров, и 75 лет, в течение 75 лет для наших братьев они, кыргызская земля, стала второй родиной. И, конечно же, в рамках этого мы хотели поблагодарить и выразить глубокую признательность всему народу Кыргызстана, кыргызским братьям за то, что они это сделали. Это действительно очень важно. От имени государства Турции выражаем свою признательность. Хотел бы сказать одно. Кыргызстан на данный момент является вашей родиной. Вы здесь проживаете, вы здесь живете. Мы с вами одно целое. Если мы чувствуем, если наша душа болит, то и ваша душа будет болеть. Когда ваша душа болит, то и наша душа будет болеть. Мы надеемся, что и в будущем всегда будем с вами. Мы будем поддерживать вас, и мы будем всегда за вами. Надеюсь, мы все будем вносить свой неоценимый вклад в развитие этого государства и в развитие вашей родины, соответственно. И я желаю, чтобы в будущем ваши внуки жили именно в такой стране, которая процветает, которая стабильно развивается и преподносит каждому из своих гражданинов самое лучшее будущее. И для этого мы будем вносить свой вклад, как и вы будете вносить. И мы всегда будем едины и целы. Председатель Ассоциации турок АХСК Кыргызстана Атамша Дурсунов в свою очередь отметил, что депортация преследовала цель уничтожить национальную идентичность турок АХСК. Он подчеркнул, что депортированным в Среднюю Азию туркам АХСК удалось преодолеть невзгоды и лишения благодаря поддержке братских народов Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Наша история неразрывно связана с киргизским народом, государственностью и народами, с которыми мы вместе проживаем в киргизской земле. Гостеприимные киргизы нашли возможность принять и разместить сотни тысяч переселенцев разной национальности, которые по воле судьбы оказались в Киргизстане. Наши старики часто вспоминали первые тяжелые годы пребывания здесь. И главное, что они подчеркивали, это гостеприимство киргизского народа. Мы выжили благодаря душевности, доброте киргизского народа. Сегодня на киргизской земле похоронены и наши деды. Это наша вторая родина. И это забывать не надо. Благодаря независимости Киргизстана, после первого признания Турции, мы стали больше общаться, родняться, гостевать и вместе работать с Турцией. Киргизстан и Турция – два братских государства и народа. Несмотря на все трудности, дали нам все – язык, ум, красоту, обычаи и традиции, и любовь к труду и веру в будущее. Дорогие братья и сестры, мы обязаны чтить, сохранить и передавать все это богатство будущему поколению. Обращаясь к молодежи, молодежь, вы будущее вашей семьи, рода, народа и нашего государства. Сегодня у вас большие возможности. Мы просим одного: продолжайте уважать старших, чтить свои традиции и традиции народа, которые живут рядом с вами. В 1944 году турки АХСК были депортированы вместе с курдами, химшинами, грузинами, мусульманами местской субэтнической группы в Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Депортация была произведена в связи с тем, что значительная часть населения была связана с жителями приграничных районов Турции родственными отношениями и проявляла иммиграционные настроения по обвинению в пособничестве врагам, занятиях контрабандой и служению для турецких разведывательных органов источником вербовки шпионских элементов и насаждения бандитских групп, и по постановлению СССР от 31 июля 1944 года. Всего было депортировано 115,5 тысяч человек. Путь до мест депортации составил около 2 месяцев. Только за время пути в товарном поезде, по разным оценкам специалистов, погибло от 20 до 30% репрессированных жителей. В основном это дети, женщины и старики. Подобно другим репрессированным народам, особенно высокий уровень смертности от болезней, холода и голода был зафиксирован в первые годы депортации. Депортированные ахыскинские турки были рассредоточены по отдельным поселкам в различных областях Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана как спецпоселенцы, то есть без права изменения места жительства. В 1956 году с ахыскинских турок были сняты ограничения по специальному поселению, но возможности вернуться в Грузию им не было предоставлено. Часть из них стала возвращаться в различные районы Кавказа, в особенности в Кабардино-Балкарскую АССР. Стараниями республиканского аппарата ЦК КПСС было организовано размещение нескольких тысяч турок АХСК в Саатлинском и Сабирабадском районах Азербайджанской ССР. Но большинство турок АХСК остались в уже обжитых районах Средней Азии и Казахстана. Сегодня в Казахстане, России, Азербайджане, Кыргызстане, Узбекистане, Турции, Грузии, США и Украине проживает до 500 тысяч турок АХСК. В Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялась церемония вручения сертификатов участникам тренинга «Обучение обучающих по кооперативам», который был проведен при поддержке ТИКа совместно с Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики. В обучении, которое прошло с 14 по 12 ноября, приняли участие 24 специалиста. Это преподаватели Аграрного университета, представители Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации и Союза кооперативов Кыргызской Республики. В Республиканском доме дружбы Алматы состоялся День культуры и традиций азербайджанского этноса под названием «Единство народа. Сила страны». Заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансии Туймибаев, председатель Республиканского общественного объединения Ассоциация азербайджанцев Абилфас Хамедов, консул представительства в городе Алма-Ата посольства Азербайджанской Республики Рамил Рзаев, депутаты маслихата города Алма-Ата, представители этнокультурных объединений, научной и творческой интеллигенции, институтов гражданского общества, молодежных организаций.
ходе фестиваля культуры и традиций азербайджанского этноса состоялся круглый стол на тему «Единство народа. Сила страны», выставка декоративно-прикладного искусства, выставка «Книга. Ключ к познанию души народа», концерт творческих коллективов, а также дегустация национальной кухни «Достык Дастарханы». Главной целью мероприятия стало укрепление общественного согласия и общенационального единства, популяризация культуры казахстанских этносов, формирование гражданской идентичности, расширение сотрудничества и укрепление дружественных связей. На сегодняшний день в Казахстане проживает более 150 тысяч представителей азербайджанского этноса, большая часть которого проживает в южных регионах страны – Туркестанской, Алматинской, Джамбыльской областях, а также в городах Алматы и Шымкент. Отразить дружбу и взаимоотношения, создать среду творческого обогащения между нашей молодежью для духовного обогащения, дальнейшего развития их творческого потенциала, направлено на формирование любви к Родине, гордости за ее культурное наследие. Для открытия торжественного мероприятия слово предоставляется Тунбаеву Жансеид Кансеидовичу, заместителю председателя, заведующим секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, администрации президента Республики Казахстан. Қайырлы күн, құрметті Қазақстан халқы ассамблеясы мен этно-мәдени бірлестіктердің мүшелері. Сегодня мы присутствуем на важном общественном массовом мероприятии «Единство народа. Сила страны», которое проводит Республиканское общественное объединение «Ассоциация азербайджанцев». Я хотел бы поздравить всех с этим событием, праздником культуры, дружбы, взаимопонимания. Азербайджанский народ славится богатой культурой и национальными традициями. Очень много общего, объединяющего казахский и азербайджанский народы. У азербайджанцев и у казахов развито устное народное творчество. Известные эпосы «Китаби-Деде Коркут», «Кыровло», романтические «Аслы и Керим», «Аши Гариб», а также народное искусство ремесленников, искусство ашугов, народных певцов, поэтов, музыкантов, исполняющих дастаны и собственные сочинения, очень схожи с казахским антисом. Азербайджанские мугамы сравнимы с казахским жрау. Кохатата или по-азербайджански Деде Коргут – общий предок для многих тюркских народов. Комплекс могилы Корхатата есть в Казахстане, в Турции и в Азербайджане. Персонаж тюркской культуры Коровло встречается и в азербайджанцев. Казахский кюй Коровло является одним из лучших кюев композитора Давид Кирей. История формирования азербайджанской этнической группы является одной из самых многообразных в Казахстане. Среди азербайджанцев Казахстана есть потомки добровольных переселенцев начала 20 века. Дальше репрессированных азербайджанцев. Это депортированные из Грузии, Армении 30-е, 40-е годы прошлого столетия. А также часть азербайджанцев, которая прибыла в республику по распределению или по собственному желанию для работы. Азербайджанский этнос является 10-м по численности народом Казахстана. И в южной столице проживает около 10 тысяч азербайджанцев. Как я сказал, в 2007 году было создано Республиканское общественное объединение Ассоциация азербайджанцев. И объединение имеет филиалы в 11 регионах нашей страны. Среди представителей азербайджанского этноса встречаются предприниматели, инженеры, деятели науки, образования, культуры, спорта, которые вносят большой вклад в экономическое, культурное и политическое развитие Казахстана. Все мы знаем и гордимся олимпийским чемпионом мира по тяжелой атлетике Нидшатом Рагимовым. Еще один представитель казахско-азербайджанского народа Галиб Джафаров, казахстанский боксер, чемпион мира 2003 года, заслуженный мастер спорта республики. Депутат Маджлиса парламента Магерам Мамедович успешно представляет интересы депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана. Среди руководителей только региональных объединений 3 докторанов, 2 депутата областных маслихатов.
особой гордостью азербайджанцев Казахстана и уважением всех казахстанцев пользуется Асло Осман, который здесь находится. Вот. Также вот в советское время только с одного региона стали героями Советского Союза 12 азербайджанцев. Понимаете? Такое, это очень редко. А созданный ансамбль кавказского танца «Бахор» при Республиканском общественном объединении Ассоциации азербайджанцев является лауреатом уже многих республиканских и международных конкурсов. А в феврале 2019 года на международном конкурсе народного танца в городе Москве они завоевали гран-при. На сегодня по всей стране действует 32 этнокультурных объединения. Выпускается газета «Ватан» на азербайджанском языке. В целях развития и поддержания азербайджанского языка и культуры созданы музыкальные и танцевальные курсы. Действует танцевальная группа «Бахар», а также коллективы национальных инструментов и фольклора. Как известно, и азербайджанские, и казахские народы относятся к тюркской языковой группе. Отсюда прослеживается немало сходства в культуре и быту. К примеру, у азербайджанцев, как и у казахов, было развито устное народное творчество. Известные эпосы «Китаби Деде Куркут», «Кироглы», романтические «Асли и Керим», «Ашик Гариб», а также народное искусство, представленное искусством ашугов, народных певцов, поэтов и музыкантов, исполнявших дастаны и собственное сочинение, очень схожи с казахским айтысом. Азербайджанские мугамы сравнимы с казахскими жирау. Куркыт-ата или по-азербайджански Деде Гургут – общий предок для многих тюркских народов. Комплекс могилы Куркыт-ата есть в Казахстане, в Турции и Азербайджане. Персонаж тюркской культуры Короглы встречается и у азербайджанцев. Казахский күй Короглы является одним из лучших кюев Даулет-Кирея. История появления азербайджанского этноса на территории Казахстана насчитывает несколько периодов. Потомки добровольных переселенцев начала 20 века, репрессированных азербайджанцев, депортированных из Грузии и Армении в 30-х и 40-х годах прошлого столетия, а также часть азербайджанцев, которая прибыла в республику по распределению или по собственному желанию для работы. Азербайджанский этнос является 10-м по численности народом Казахстана. Выступая на мероприятии, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансии Туймибаев подчеркнул вклад братского этноса в развитие страны. Среди представителей азербайджанского этноса встречаются предприниматели, инженеры, деятели науки, образования, культуры и спорта, которые вносят свой вклад в экономическое, культурное и политическое развитие Казахстана. Особой гордостью азербайджанцев Казахстана и уважением всех казахстанцев пользуется Асылы Осман, председатель общественного объединения Мамлекеттик Тилге Кюрмет, ученый и общественный деятель. Все мы знаем и гордимся олимпийским чемпионом мира по тяжелой атлетике Ниджатом Рагимовым. Еще один представитель казахско-азербайджанского народа Галиб Джафаров, казахстанский боксер-любитель, чемпион мира 2003 года, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Депутат Мажилиса парламента Магерам Мамедович успешно представляет интересы депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана. Среди руководителей региональных объединений 3 доктора наук, 2 депутата областных маслихатов, отметил Туймибаев. Кроме того, зампред Ассамблеи подчеркнул слова президента Касым-Жомарта Токаева в своем послании народу Казахстана о необходимости поддерживания и укрепления гражданского общества, вовлечения его в обсуждение наиболее актуальных общегосударственных задач с целью их решения. Гражданское общество – это мы с вами, это Ассамблея народа Казахстана и каждый из вас, сидящих в этом зале. Ассамблея всегда последовательно выполняла свою миссию, открыто обсуждала проблемы, волнующие наше общество, старалась находить решения в рамках гражданского диалога, добавил Жансии Туймибаев. Одним из важных направлений в деятельности азербайджанского этнокультурного объединения является благотворительность. Ежегодно выделяются финансовые средства на реконструкцию и ремонт специализированных школ и интернатов для детей-инвалидов. Оказывается материальная помощь детским садам и детским домам. На постоянном попечении членов объединения находятся многодетные матери, малоимущие семьи. Оказывается помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким. Мы показали, значит, всем присутствующим гостям нашу традицию, наши обычаи, вы сами видели ассортимент наших кухни, да, как все красиво, все было организовано.
показали выставку картин, выставку, значит, Вагифа, нашего уважаемого художника Рахмана, показали его выставку скульптур, его произведения. Потом наши, значит, пока показывали, да, все атрибуты азербайджанские, да, ну, сегодня одним словом сказать, всем народностям показали все наши обычаи, культуры, традиции. Это, значит, будет у нас традиция. Надеемся, что каждый год будем организовывать вот такое мероприятие, такой день, такой фестиваль, что по всей Республике Казахстан, чтобы агитировать, показать нашу культуру, традицию и так. Кыргызско-турецкая строительная фирма «Босфор Аква» была создана 14 лет назад в Бишкеке. Компания занимается строительством бассейнов, фонтанов, турецких хамамов и укладкой спортивных покрытий. Наша строительная компания на рынке Кыргызстана уже более 15 лет. Мы занимаемся строительством бассейнов, аквапарков, детских бассейнов, детских аквапарок, аквазон. Также мы занимаемся строительством фонтанов, мини-футбольных полей. Мы для бассейна устанавливаем систему фильтрации, освещения, подогрева и все, что касается бассейных принадлежностей. Все товары у нас привозятся из Турции, с Европы. Качество у них европейского стандарта. Гарантия также у нас есть. Полное сервисное обслуживание предоставляем. Работы предоставляем как на дому, так и в общественных местах. Есть модернизированные робот-пылесосы, которые самостоятельно чистят. Все это привозится.
Мы все оборудование обучаем, показываем, как используется. В дальнейшем у нас идет сервисное обслуживание, помогаем в дальнейшем ухаживать за бассейнами. На данный момент наш аквапарк, строительство аквагорок единственный в Кыргызстане. Мы занимаемся также установкой, привозим все материалы из Турции, устанавливаем аквагорки любого размера, любой цвета, все на выбор клиента. Под заказ возится все. Большинство наших заказов приходит с Сокульской области, из пансионатов. Многие пансионаты также строят бассейны, которые подогреваются, фильтруются. Также идет освещение, детские аквагорки, акваигрушки, зона отдыха. В сегодняшний день у нас две офиса. Один в городе Бишкек по Кулатово и один в городе Ош, улица Мануева. Это цветное освещение подводное, оно безопасное, работает через 12 вольт. Его можно использовать как для бассейна, так и для фонтанов. Это сделано из нержавейки, там 9 разных цветов, управляется через блок управления. Есть и также пластиковые освещения, они также цветные, безопасные, работают через 12 вольт. Есть круглые, есть квадратные, они также цветные, разные цвета, около 6-7 разных цветов дает. Это облицовочный материал для бассейна, который используется только под водой. Это кафель керамический, это стекломозаика. Она сделана из каленого стекла. Также это привозится у нас из Турции. Также есть облицовочный материал для бассейна. Это Алькорплан, это пленка, также турецкого производства. У него разные расцветки. Можно под выбор, под желание клиента выбрать любой цвет. Предоставляем все услуги, все работы по очистке, обработке всех облицовочных материалов. Это насос специальный для фильтрации для бассейнов, аквапарков. Здесь идет двойное жесткий очистки фильтр идет, и здесь помпа. На него идет гарантия производства турецкое. Качество у нас год гарантии, качество европейского стандарта. Все размеры всех разных кубатур и вид у нас есть. Это песочный фильтр. Фильтруется вода в бассейне. Внутри находится кварцевый песок, который очищает мелкие и крупные частицы бассейна. Здесь также идет переключатель, который переключается на несколько видов. То есть очистка бассейна, самоочистка своего фильтра внутреннего. Кварцевый песок, он съемный, его можно менять в 2-3 года один раз. К нему идет вот такой барометр, который показывает уровень очистки и уровень загрязнения внутри песка. На него также у нас идет гарантия 1 год. Мы его привозим из Турции. И в дальнейшем у нас есть сервисное обслуживание по ремонту фильтров, по ремонту всех запчастей фильтрации бассейна. Мы продаем химию специальную для очистки бассейна. Они безопасные. Даже если они попадут в глаза или вы случайно выпьете в бассейне, она безопасная. Никакого вреда для здоровья она не идет. Здесь идет специальная очистка. Это алгасид против зеленения воды, против очистки воды. Также для дезинфекции воды мы используем таблетированные хлорки. Таблетированная хлорка, она концентрированная, она тоже безопасная. Его обычно используют для питьевой воды. Также его используем в бассейн для дезинфекции воды. Особенно они нужны, если этот бассейн коммерческий, и там идет большой поток людей, где большое количество людей находится в одном бассейне, то обязательно нужно чистить бассейн и использовать специальные химикаты, они безопасные, и также привозятся все из Турции.
Это все наши фитинги и трубы, которые используются для установки системы фильтрации бассейна. Это фитинги самого лучшего, высшего качества, которые сделаны для очистки системы. Она используется для пищевой промышленности, она безопасная, никакой химии внутри нету. У них очень высокая выдержка давления, самые маленькие у них 10 атмосферных давлений. Сегодня сотнями фирм по всему миру выпускается огромное количество разнообразного оборудования для обслуживания бассейнов, для фильтрации и обработки воды, для лечебных и спортивных целей, для развлечений и украшения. Все это оборудование поставляется из Турции. Строительная фирма «Босфор Аква» первая и единственная по возведению аквапарков в Кыргызстане. Мы ждем всех наших клиентов, которые желают построить у себя дома или коммерческие бассейны, аквапарки, детские зоны, фонтаны. Все, что касается фильтрации, освещения бассейна, все у нас есть.